Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Жители микрорайона Царса этого события ждали долгие годы. Состоялось торжественное открытие нового детского сада. Соревнования посвящены памяти югостинских бойцов, павших в зоне проведения СВО. Президент Алан Гаглоев посетил полигон, где прошли состязания по практической стрельбе. Вопрос пенсионного обеспечения сотрудников проработан. В Москве подписан протокол главами чрезвычайных ведомств Южной Осетии и России. Сегодня состоялось торжественное открытие нового дошкольного образовательного учреждения. Этого события жители микрорайона Цар с нетерпением ждали несколько лет. Детский сад, рассчитанный на 158 воспитанников, построен в рамках инвестпрограммы. На церемонии открытия присутствовали президент Алан Гаглоев, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, глава столичной администрации Алан Габараев, министр образования Аслан Лулаев и другие официальные лица. В Южной Осетии состоялось торжественное открытие современного детского сада «Балун». Теперь 158 детей смогут получать качественное дошкольное образование в комфортных условиях. Этого события жители микрорайона Цар ждали долгие годы. Сегодня новый социальный объект распахнул свои двери. Глава государства отметил значимость события не только для жителей Царза, но и для всей республики. Тендерват инвестек тхстстшамай охам огост охам расу жинодорст шау району миягдар бемаю машинканам насабити масани оржутима кушутима обуна барак буню хотдар мовул журагуна райгорам бастаи кохшафи на кохшаф фастахур жинод марасу жинодорст кайшави. Алан Гаглоев выразил благодарность руководству России за постоянную помощь, благодаря которой у нас есть возможность строить социально значимые объекты, развивать инфраструктуру, улучшать качество жизни населения. Варасе Хосиарус Кершет Ушекоттог Мамаштер Бузнатфанды Заган Варасеяния президент Дайройдогяна Кахишовдан Се Хосатахай Ирестунан Ирестун Одаман. Атезендар Саджит Дарекоде Канам Варасе Федерацина Форс Малавудис Обунто Кадирестун Гецалу Каднан Машмирана Вадобунто Ирестун Одам Ирестун Койторта Варасе Одами Малавунч Тоха Бадариума Саудаттин Шамаймана Хошекастер Собитан Сасумбун Расухтарво. С приветственным словом к присутствующим обратился министр образования и науки Аслан Лулаев. Открытие сегодняшнего детского сада, конечно, знаменует собой замечательное мероприятие. Это говорит о том, что республика развивается, что мы открываем детские сады, чтобы создать условия для нашего подрастающего поколения. Дай Бог, чтобы в ближайшем будущем такая потребность в Южной Осетии росла, и мы вместе с вами все были свидетели тому, что детей в Южной Осетии становится больше, есть потребность открытия в детских садах. Я уверен, что и руководство республики, и все причастные сделают все для того, чтобы создавать такие замечательные детские сады. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов поблагодарил строителей за качественно проделанную работу и поздравил жителей Царза с открытием дошкольного учреждения. Теперь детский сад в шаговой доступности. В рамках инвестиционной программы мы наблюдаем вот очередного знакового мероприятия. Вот через эти ворота каждый день будут проходить будущие республики. И как они воспримут мир, как они воспримут будущее своей Родины, это будет заложено в этом шаге. Я считаю, что вот каждого детского сада это гордость, особая гордость для республики, потому что это будущее. Отдельно хочу сказать слова благодарности всем строителям, тому большому коллективу, который приложил немало усилий в возведении этого храма. С ровного места, развалин, вот мы видим такое прекрасное здание. После торжественной части президент осмотрел помещение. Здание соответствует всем современным стандартам: интерактивное оборудование, игровые комнаты, спортивные, музыкальные залы. در جوشداریس من انتستوات روز مشهد کاستر تفضل كانت اسم مختار نبوم کدوا روزدار خدمت روزن خمر کنیم وقتی زرده ما فش Очень качественно все сделано.
Сами детишки с большим интересом осматривали новые помещения, игровые, кухню. Сегодня же в стенах нового детского сада прозвучали первые стишки от малышей. Во дворе расположилась игровая площадка. Этой зоне строители тоже уделили большое внимание. Глава государства подчеркнул, что руководство республики в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы улучшать качество жизни граждан. Заведующая дошкольным учреждением выразила благодарность строителям и руководству республики. Выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для развития нашей республики, для нашего народа. Также хочу поблагодарить Российскую Федерацию, которая поддерживает нашу республику. И во многом благодаря Российской Федерации у нас строятся такие образовательные учреждения. И спасибо, что доверили мне заведовать таким прекрасным садом. А мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы наши дети себя чувствовали здесь счастливыми и радовались. Открытие каждого нового социального объекта – это шаг в будущее. И этот шаг сегодня сделали самые маленькие и важные жители республики. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. Усовершенствование стрелковых навыков сотрудников правоохранительных органов в условиях, приближенных к реальным – цель соревнований по практической стрельбе. Состязания из 9 команд силовых ведомств республики посвящены памяти бойцов из Южной Осетии, павших в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня полигон посетил президент Алан Гаглоев. Тему продолжит Агунда Губузова. Президент Алан Гаглоев посетил полигон, на котором проходили соревнования по практической стрельбе «Анустам-Эгаз», посвященные памяти бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Цель соревнований – усовершенствовать стрелковые навыки сотрудников правоохранительных органов в условиях, приближенных к реальным. Событие организовано Комитетом государственной безопасности Республики Южная Осетия совместно с Республиканской общественной организацией «Спортивный клуб «Выстрел» и Федерацией практической стрельбы Южной Осетии. Соревнования начались вчера и пройдут в 2 дня. Это командный этап, который состоит из 5 упражнений и дуэльной стрельбы. Соревнования имеют значение увековечения памяти людей, которые отдали свою жизнь за то, что мы здесь с вами спокойно, мирно существовали. В соревнованиях участвовали команды из 9 силовых ведомств республики, в числе которых КГБ, МВД, Министерство обороны, Государственная служба охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Состязания стартовали вчера, и первым этапом стал отборочный тур, в результате которого выбыла одна из команд. Уровень подготовки силовиков оценивала компетентное жюри. Проходят разные упражнения. Там есть переправа, там есть оказание помощи раненому, транспортировка его. Все это оценивается квалифицированными судьями, которые являются судьями на уровне Федерации практической стрельбы России. То есть они уже не раз сами участвовали в этих мероприятиях и здесь, и в Северной Осетии, и в Санкт-Петербурге. Президент осмотрел и территорию, где расположены различные испытательные площадки. Всего их было 5. Инструкторы подробно рассказали о каждом из них. Участники соревновались не только в практической стрельбе, но и в ряде других дисциплин, таких как решение оперативно-тактических задач, высотная подготовка, оказание первой медицинской помощи и перенос раненых в сложных условиях. Одним словом, здесь применялся широкий набор навыков, которые потребуются сотруднику при выполнении боевых задач. И как только помощь оказана, первая помощь, стрелки должны были поставить капельницу. Капельница у нас есть манекен. 2 попытки у команды. Попал – бонусы. Не попал – штрафы. Далее президент сам сделал несколько выстрелов по мишени. После был дан старт основному и самому красочному этапу соревнований – дуэльной стрельбе. В рамках данного этапа оставшиеся 8 команд соревновались за умение точно поражать мишень в максимально короткие сроки в полной экипировке.
Президент подчеркнул значимость данного мероприятия и отметил, что одной из главных задач соревнований является сохранение и увековечивание памяти погибших героев. Ermesztene speciálon szedtun operációse tajtok tafázian sztávdon numeroszkei ermesztvider starkoda hasszéma. Jól zsúragus a ruxom ruxkeinai mabon mene iristuna leputana specpodrazdelényt usita szachi keisettek herencsima jume iristak evozsincsavi. Iristak a sejrojduttu és debon szefendagolna csüdöztem. Rosszak geva zaviristeste. Ocham vezadele, ocham vezaviriste, ma Respublikai Nikudis wacht. Menedzseren Garuinagi top ma bokostastam. Ma sa domenta verofta korzaste merdeg doppel komandotai sa jusistui. Rochis shongay polimishin kayfixsta havitach. Shafaifa kutta khimishine fala rochis kudixsan. Алан Гаглоев также отметил, что это состязание будет способствовать не только развитию спортивного духа, но и укреплению братства и единства среди силовых структур республики. ما نجهم خوشیست. شو سرخ داری موجودی رستادر میومیوگ مجلت. واس کراجی مسکوستر تنگیتن در بود. کراجی در آخر کنج. نمکد من ایران لپوته کد. بستک تافته می کراجی ما خواستر. خواستر کنم مگس من در تنگ آخیو سونیاگی. По завершении мероприятия победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками. Агунда Губозова, Аида Кочева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Главы МЧС России и Южной Осетии Александр Куренков и Ибрагим Гассеев подписали протокол к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации денежного довольствия сотрудников МЧС Южной Осетии. Документ одобрен правительством Российской Федерации и предусматривает распространение действия соглашения на военнослужащих МЧС Республики Южная Осетия. МЧС России проработала вопрос пенсионного обеспечения сотрудников чрезвычайного ведомства Южной Осетии в связи с обращением президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева и по поручению правительства Российской Федерации. Уже сейчас в Москве главами МЧС России Александром Куренковым и МЧС Республики Южная Осетия Ибрагимом Гассеевым был подписан протокол к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации денежного довольствия сотрудников МЧС. Александр Вячеславович Куренков, с юго-осетинской стороны министр Республики Южная Осетия Ибрагим Алимбегович Гассеев. Премия подписана. Александр Куренков отметил, что двустороннее сотрудничество спасательных ведомств поступательно развивается и показывает достаточно высокую эффективность. Этот документ одобрен правительством Российской Федерации и предусматривает распространение действия соглашения на военнослужащих МЧС Республики Южная Осетия. Все эти меры и поддержки служат подтверждением того, что российско-осетинское сотрудничество является одним из приоритетов для российской внешней политики. Со своей стороны Ибрагим Гассеев поблагодарил российского коллегу за конструктивное взаимодействие и помощь в решении ключевых вопросов двусторонней повестки и развития МЧС Южной Осетии. Возможность обсудить вопросы, решение которых может быть достигнуто исключительно в рамках межведомственного взаимодействия. От имени личного состава МЧС Республики Южная Осетия от себя лично выражаю искренние слова благодарности и признательности за оказываемое внимание. Благодаря постоянной поддержке и готовности руководства МЧС России к конструктивному диалогу удается решать задачи, направленные на развитие МЧС Южной Осетии. Руководители ведомств также обсудили актуальные вопросы сотрудничества пожарно-спасательных служб. В частности, речь шла о техническом оснащении югостинских пожарно-спасательных подразделений. Стороны отметили, что взаимодействие ведомств осуществляется достаточно результативно по ряду ключевых направлений. Ибрагим Гассеев также подчеркнул неоценимый вклад российской стороны в реализации указанных и других важнейших для югостинского ведомства направлений. Это обучение специалистов, повышение уровня материального обеспечения сотрудников и военнослужащих министерства. Стелла Бязарова, Фатима Чочева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Знаурском районе республики зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.
Заболевание распространилось на несколько населенных пунктов, а количество погибших животных достигло 120 голов. В районе принимаются меры для локализации очага заражения и недопущения дальнейшего распространения вируса. Устанавливаются дезбарьеры, проводится регулярная дезинфекция помещений. Сюжет Алены Уттаевой. Африканская чума – вирусная инфекция, которая вновь коснулась ряда сел Знаурского района. Руководство ветеринарной службы района совместно с Министерством сельского хозяйства закупило весь необходимый материал для выставления дезбарьеров, чтобы вирус не распространился дальше. От африканской чумы в Знаурском районе погибло около 120 голов свиней. Работники ветеринарной службы района изъяли партию биологических отходов, которые были отправлены в Российскую Федерацию на лабораторные исследования. 24 августа дара форнакаве омордихое. Маджисиста ушаня это внутренний орган массовостом лаборатория Крапотинский ветеринарный лаборатория. Манан ургер шеди жоб, что подтвердится, что отчесть каюави. Положительный номер шеди урге. Урге фестама идрвертом, дезоборита севертом, карантин собевит хуттом. Фалани заттар доктор я карун кане, валдар седи дезинфекциос хуттом. Манан эн хотай чомор дядуна юта сужга каги сужга бакутом кай неганга темнен хоч канежика хо. Признаки инфекционного заболевания африканской чумы – температура, слабость и отказ от корма. По этим признакам человек может определить африканскую чуму. Если от классической чумы можно излечить свиней, то от африканской чумы невозможно, так как вакцины против этого заболевания не существует. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья. Чтобы обезопасить от этой инфекции свиней, запрещается и выгул. На бушиор хоема, очень изохабни зуман, вакцина най. Улам чересчур это, я вирусу чересчур вирулентный. Тенгелу. Ма мутация кане, я возбудитель, я вирусиве, ман найгана ман вакцина одекануи. Лечерин най, нишел дистот, антибиотик тельна дистот кан, нишел дистот кана. Сотрудники ветлечебницы района проводят и профилактические беседы с жителями тех сел, где на сегодняшний день не зафиксировано случаев заражения. Они разъясняют ветеринарно-санитарные требования для сохранения благоприятной фитосанитарной обстановки. Сотрудники ведомства настоятельно обращаются к населению в случае выявления вышеперечисленных признаков сразу обращаться в их службу. Алена Уттаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школе начались восстановительные работы. Содействие в этом благом деле оказал президент Алан Гаглоев. Ремонтные работы в самом разгаре, ведется замена покрытий зала. Руководство спортшколы надеется, что в скором времени в обновленном здании юные спортсмены в комфортных условиях с удовольствием продолжат тренировки для дальнейших побед. В Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школе начались ремонтные работы. Борцовский зал, где проходят тренировки сразу по нескольким видам спорта, нуждался в ремонтных работах. Еще недавно здесь раздавались свистки судей и призывы тренеров. Сейчас здесь слышны совершенно другие звуки. Начался ремонт зала. В первую очередь предусмотрено обновление напольного покрытия. После демонтажа рабочие приступили к заливке. Позже готовые основания уже покроют деревянным покрытием. В конце пол покроют специальными коврами. Георгий Кочиев, директор спортшколы, отметил, что работы идут полным ходом. В ремонтных работах задействовано 7 человек, 4 из них работники спортшколы. Георгий Кочиев поблагодарил главу государства за оказанную поддержку и содействие, а также отметил, что главная задача заключается в том, чтобы создать для юных спортсменов безопасную и комфортную среду для будущих побед.
Хишалдан даштер бузнук, сашарам бирал командар чидаританам. Факосли чидаритар агу ходах гутто. Мана имия хабару сувалатата хайма. Ал командар штер бузнук. Директор спортшколы отметил, что также планируются отделочные работы в зале. Спортивная школа имеет важное значение для физического и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также играет ключевую роль в развитии профессионального спорта в республике. Осталось совсем немного до того дня, когда в зале снова зазвучат детские голоса и начнется путь к новым пьедесталам. Алина Ельфимова, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Снаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 8. В Тавском районе днем плюс 14, ночью 10 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 11, ночью плюс 8. В Лениногорском районе днем плюс 15, ночью плюс 10. В столице республики в Цхинвале днем 15 градусов тепла, ночью плюс 10. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.